Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Будет ли еще брак? Эта тема подойдет для девочек, которые в браке уже побывали. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на свое будущее, назовите свое имя и спросите, буду ли я еще замужем. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. И давайте посмотрим, будет ли еще у вас в жизни брак. Так. Замечательно, слушайте, очень даже и неплохо. Смотрите, девочки, тут у меня как бы две категории девочек, скорее всего, да. Конечно, вы все разные, каждая из вас уникальная, но одна девочка у меня на кого-то думает, на какого-то мужчину. Вот прям он у нее в голове, она про него думает, вот хочу, да, с ним именно отношения, хочу именно с ним брака. Либо, может быть, на возвращенца на какого-нибудь, да, что вот там вернется бывший, одумается и все будет. Либо на мужчину, который вот нравится, симпатичен, с кем в отношениях находитесь, на кого-то вы думаете. И думаете на брак именно. Но я скажу вам такую вещь. Вот на кого вы думаете, вот отыграется 50 на 50. Вот честно вам говорю. Потому что у одной половинки, вот у кого возвращенцы будут назад приходить, проситься, вот именно уже мужчины, с которыми вы были в отношениях, там девочка подумает, да, либо примет, либо пошлет. Но если вы смотрите на мужчину, который вот сейчас вам нравится, либо, как говорят, голову морочит, то тут, скорее всего, разочаруетесь, понимаете? Здесь как-то пустовато идет. Вот этот мужчина, вот у него какой-то темный след за ним стоит. Темный след — это может отыграться как секреты, тайны, что-то вот такое, знаете, неприятное, что скрывает человек. А может отыграться, что вот какая-нибудь там умелица, да, как-то его к себе-то и приманит, да, примагнитит. Поэтому будьте аккуратны. В общем, я вижу, что вы в этом человеке как бы разочаруетесь. Вот этот момент. Но опять же таки, понимаете, тут половинка на четвертинку. Может быть, какой-то процентик, да, все-таки найдет в себе силы и как любовь, как говорится, победит. Но у большинства отыграется именно так. Если мужчина новый, да, который голову сейчас вам морочит, то здесь, скорее всего, разочарование. Если мужчина возвращенец идет в вашу жизнь, то есть бывший, да, бывший парень, бывший муж, то здесь возможно. Но будете думать, будете выбирать вы. Серьезно вам говорю. Вот, что хочу сказать, что объединяет. Объединяет вас всех одно: желание быть счастливой, быть любимой. Вот, как, знаете, вот есть такое выражение, да, мужик в доме нужен, да. Кому-то он нужен для того, чтобы помогал, что-то делал, да, и мужскую силу прикладывал, там, не только там, да, гвозди забивать, да, ну и чтобы там денежку зарабатывал. А кому-то мужчина нужен для украшения жизни, да, то есть женщина может быть полностью самостоятельно обеспечена, а вот радости в жизни не хватает, и тут мужчина вот эту радость в жизни приносит. А у вас вот желание, да, желание, чтобы вот был мой родненький, да, любименький, пусть будет рядом. У кого-то, может, из вас детки уже взрослые, кто-то вообще еще деток не нажил. Да, но все равно вот хочется мужчинку такого хорошего хочется. Брак у вас, вот кто зашел именно на эту отсыпку, у большинства будет еще один. Вот вышел, видите, брак. Причем у кого-то это может быть даже уже и не второй, может быть даже и не третий, вот так скажу. Но чтобы вы понимали, вот этот будет крайний, самый счастливый, самый удачный, самый, вот знаете, прям стопроцентное попадание. Вот такой брак идет. Во-первых, вы уже подуспокоились, да, вот вы более как-то
то ли сдержаннее стали, то ли увереннее в себе. То есть не бурлят вас какие-то вот, может быть, комплексы, либо какие-то вот моменты, да, нетерпеливости, а вы немножечко по-другому будете смотреть на мужчину и на отношения. И мужчина, соответственно, идет к вам такой, вот как просили, как загадывали. Вот тютелька в тютельку, что там себе мечтали, чего хотели, такой мужчинка к вам и идет. Единственное, что я вам вот всем скажу, кто, например, не знает своего будущего избранника, он на лицо будет вам, ну, первое время не симпатичен. Вот это вот, что будет вас немножечко может смущать. Но присмотревшись, поймете, что он у меня еще и какой красавчик, да, какой красавчик. Может, его нужно будет там причесать, да, немножечко примарафетить. А может быть, в принципе, да, такой типаж вам по жизни не нравился, ну, вы считали, что вот я там не люблю темненьких, либо я там не люблю светленьких, там бородатеньких не люблю, усатеньких не люблю. А тут раз такой мужчина с вот такими усами, и вы такая: нет, что-то вот усы мне не нравятся. А потом присмотритесь, поймете, что это его шарм, что это его изюминка. А может, мужчина поймет, что вот усами не подошел, возьмет ради вас и побреет их. Да? То есть такой тоже момент может быть. Поэтому, девочки, вот как вы узнаете своего будущего мужа? Он вам на лицо не понравится, внешность не понравится. Может быть, не только внешность, но и, может быть, какой-то стиль одежды не понравится, как он там выглядит, не понравится. То есть момент будет вот заминки, вот какое-то, знаете, пренебрежение. Скажем, ну нет, фу, не хочу. Вот. А мужчинка такой, знаете, пробивной, не наглый, но пробивной. Он с вами там поговорит, пообщается, заинтересует, увлечет. А вы уже там, может быть, через час и не вспомните о том, что вас что-то в нем раздражает, да? Вот какой-то момент. Либо он сам скажет, что там моя борода не нравится, да, либо прическа не нравится. Ну, у меня просто, скажет, женщины нету, которая бы следила за моим стилем, да, которая бы давала мне советы. А вы, мадам, пожалуйста, не составьте, составьте мне компанию, да, если не трудно, если не сложно, если есть желание, подскажите, как бы мне там преобразиться. И вот он вас, знаете, как-то вот прям так раз и заинтересует, да, потому что мужчинка увидит, какая вы замечательная, какой вы бриллиантик. Прям, знаете, вот прям за вас сразу схватится. У мужчинки за спиной стоят люди. Но и за вашей спиной тоже, вот спиной, да, люди стоят. Это могут быть родственники, это могут быть детки. В любом случае, смотрите, тут какое-то неравенство немножко идет. Если в его случае люди высокие, и они, ну как идут, ему помогают, ему дают, то в вашем случае больше отыграется, как будто бы с вас берут. Вот. Может, вы будете думать, переживать на эту тему, не переживайте. А там мужчина скажет так: у меня, скажет, есть, я поделюсь не только с тобой, но и поделюсь, например, с твоими детьми. То есть вот как-то так он поступит, для него это вообще будет, как, знаете, стоит ли об этом говорить, да, стоит ли это обсуждать, это нормально. Я беру женщину, и я беру ее всю, а не частями, да. То есть мне нужно твое тело, а там что, остальное пусть там где-нибудь полежит, поваляется, попылится. Нет, такого не будет. Смотрите, девочки, ухаживать будет очень интересно, очень ярко, но не навязчиво. Вот ненавязчивое ухаживание. Вы, мои дорогие, долго будете от него прятать вот эту свою чашу любви. Почему так будет происходить? Ну, во-первых, эмоции, да, страха, там, переживания, их никто не отменял. И вы, чем больше будете в этого человека, ну, влюбляться, будете в нем видеть свою половиночку, тем вам будет, ну, как-то боязно, да, боязнь того, что вдруг я опять ошибусь, а вдруг там меня опять предадут, либо как-то со мной плохо поступят. Вот этот момент будет смущать. Но вот он, смотрите, какой, да, вы вот от него спрятали свою чашу любви, а он такой нет, он такой мостики, да, и будет вот так окольными путями добиваться вашей сердечности, да, проложит дорожку к вашему сердечку. Очень хороший брак, я бы даже сказала, как благословленный брак. Здесь как бы и вам подарочек от судьбы, и ему также подарочек от судьбы. Знаете, вот как заслужили вы друг друга, заслужили вот вы счастье, заслужили вы радость, заслужили вы встретить свою половиночку, свое сердечко. Так что, девочки, в любом случае вам
быть в браке, и все у вас будет хорошо. А что касается возвращенцев, ну тут понимаете как. Ну вот тут ваш возвращенец, тут я так скажу, что обои-ребои. Вы уж простите, что и он где-то косячил, ну и вы тоже в чем-то где-то были виноваты. И, возможно, вы к этому моменту вот передумаете, осознаете, поймете, как нужно было правильно поступать, и мужчинку своего подтянете, да, вот к правильным мыслям. То есть я вижу, что вы договоритесь. Здесь, конечно, отношения такие немножечко перченые идут. То есть, ну, прям нирвану не ждите, да. Будет все, но будет весело, будет интересно, и будете понимать, что живу, люблю, да, эмоционирую. Для вас вот это важно. Вы дама рисковая, понимаете? Вы бывшего принимаете, доверяетесь ему, вы рисковая. Поэтому вам нужны такие моменты, вам нужен этот азарт в отношениях. Вы его, конечно же, получите. В любом случае, девочки, кто бы вы ни были, к какой бы категории вы ни относились, знайте, что вам все-таки быть в браке, причем вот кто зашел на эту отсыпочку, всем, без исключения. Кто-то раньше, кто-то позже. По поводу раньше, кто-то вот с возвращенцем очень быстро восстановится. Что касается разочарований, ну тут, конечно, посложнее будет, потому что у вас, понимаете, в сегодняшнем дне есть надежда. Да? И надежда, когда она погибает, это же такой, знаете, эмоционально так сложно это все вынести, сложно не то чтобы даже вынести, а скорее восстановиться. У вас восстановительный период будет. И я, конечно, не хочу вам пророчить, не хочу вам тут каркать, но вы поймите, что вам восстановиться нужно, опустившись прям в какой-то отрыв, да, вот куда-то с подружками, там, я не знаю, там куда-нибудь там поехать, отдохнуть, развлечься, поверить в себя, в свои силы, быть более какой-то, может быть, дерзкой вот по отношению к жизни. Попробуйте, вам это поможет. В любом случае, счастье, брак, все это вам по судьбе. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.